Приветствую зрителей телеканала Якутия-24. В эфире очередной выпуск программы «Испытано на себе». И сегодня попробуем испытать оборудование, при помощи которого уже можно снимать полнометражное художественное кино. А также ответим на вопрос, в чем отличие телефильма от художественного фильма и какое оборудование используется там или там. Ну, а также, конечно, проведем небольшой обзор и, главное, сравнение наиболее популярных камер, используемых для видеоблогинга, и художественного фильма, непосредственно представленных на обзоре видеокамер. Все это мы будем делать на базе Южно-Якутского технологического колледжа, где с недавних пор открылась компетенция кинодел. Ну а сейчас отправляемся в колледж. Мы находимся в лаборатории по видеопроизводству Южно-Якутского технологического колледжа, где я встречусь с Максимом Дуковым, очень известным в нашем городе видеографом. В принципе, как и я, тоже увлекается видеопроизводством, поэтому мы знакомы очень давно. И сейчас хочу попросить Максима, чтобы он для начала сделал обзор по технике, по видеотехнике, которая пришла на базу ЮЕТК. В номенклатуре у нас представлены камеры Panasonic EVO1. Вот они у нас. К ним в комплекте идут рекордеры, звукорекордеры, видеорекордеры, петлички, звук. То есть полный комплект для съемки необходимый. Отличительной чертой этих камер является то, что они являются полупрофессиональными камерами. То есть если ты умеешь работать с такими камерами, потом в дальнейшем, если ты придешь на какое-то крупное производство, там, видеопродакшн, у тебя не возникнет никаких проблем там, и вопросов с тем, чтобы уже управляться там, с редами, с любыми камерами, которые являются уже профессиональными камерами. То есть сам принцип действия, само устройство, то, как что, куда выходит, откуда заходит, все можно здесь изучить, обучиться, попрактиковаться, поснимать и понять, что, зачем, для чего и почему. В комплекте идут рекордеры, которые позволяют записывать. Это рекордеры Shogun Inferno. Они позволяют записывать в кинокодеках Apple ProRes, DNX HR, 4.2.2 субдискретизации, 10 бит глубина цвета. То есть это и профессиональные кодеки, которые используются в профессиональном кинопроизводстве, да, в кинопродакшене. Ну, Максим, еще такой момент, да, давай для начинающих видеоблогеров, да, расскажем, что такое рекордер, да, потому что рекордер. Да. То есть я так понимаю, да, как на нашем языке, да, блогинг это флешка, да, которую мы пишем. И часто экран называют. То есть из себя он представляет действительно экран, но помимо этого экрана у него есть видеопроцессор, который обрабатывает изображение. То есть с камеры выдается сигнал через HDMI, входит сюда. И здесь подключаются жесткие диски, батарейки. Сейчас мы подключим. Тут как и монитор используется, да, получается? Он используется не только как монитор, у него есть свои ассистенты. Сейчас я покажу, включу и покажу. Питание свое, да? Вот здесь можно выбрать кодеки, в которых снимается. Также здесь, кроме HDMI входа и выхода, есть еще и SDI входы-выходы представлены. Для того, чтобы снимать RAW необработанный сигнал сразу непосредственно с матрицы, для того, чтобы потом в дальнейшем уже вообще можно было делать что угодно с видео. То есть выбирать цветовые пространства, логарифмические, там не логарифмические, какие угодно, то есть все настраивать уже после того, как ты снял. Ну а сама камера позволяет уже разгуляться на постпродакшене? Там, скажем, цветокоррекция, там, это все дело. Сама камера позволяет разгуляться, но не сильно. Сильно не разгуляешься. Вот в качестве сравнения, скажем, да, вот, ну, распространенная там Джашка 5, да, вот Соньки там Альфа серии такой, то есть круче? Безусловно. А в комплекте с этим рекордером можно делать, вот действительно, вот он позволяет разгуляться.
Сама по себе камера, у нее запись на флешки там, или на жесткие диски. Вообще флешка у нее идет в стандарте в комплекте. Там у него свой кодек, LongGop называется, и он является аналогом кодека H264. И единственное, в котором мы, в принципе, да, то есть это пережатый кодек, который в дальнейшем потом тяжело обрабатывать. Единственное, что из плюсов у нее это 422 и 10 бит глубина цвета. Плюс есть режим All Intro, то есть все кадры ключевые без вот этого сжатия H264. Если Соньки снимают S-логи HLG, там S-log 2, S-log 3, то эти снимают V-log. То есть у них также есть расширенный динамический диапазон. И поэтому сложно вообще пересветить, используя там S-log HLG там, или V-log, или C-log, любой лог. Сложно вообще картинку пересветить и угробить ее, но можно. Если очень постараться. Люди умудряются, да, сделать и так. Че, не разобрался еще? Ну, допустим, мне надо цветокоррекцию загрузить, и я типа... А у тебя же покрашено, что ты закинул? Ну, я закинул именно вот эти вот... Ты исходники, что ли, закинул? Там папка Color Grade. Там все кадры покрашены. Ты вчера все покрасил, конечно. Чтобы он у тебя может удалить. Лишнее вырезать. Обычно есть только со звуком, а если ты просто видео накидываешь на дорожку, он у тебя будет нормально все вырезать. Все просто. Сейчас я работаю над маленьким видеороликом для колледжа. У нас, так сказать, заказ поступил. Вот, то есть мы должны смонтировать несколько маленьких видеороликов для абитуриентов, так сказать, небольшие экскурсии ознакомительные, такие как бы видео, для того, чтобы люди могли это просмотреть и понять, что вообще в колледже имеется. Презентационные. Презентационные, да, такие маленькие видео. Один уже был готов, вот сейчас монтирую второй. Это вы уже снимали на Еву, да? Ну, на камеру новую, да? Да, на все это оборудование. Вот, я думаю, мы потом покажем зрителям, но сейчас смотрю, прям детализация прям хорошая. Сейчас у тебя получается, я смотрю, какая-то цветокоррекция уже ты пытаешься делать, да? Пока что только монтаж, то есть нужно сопоставить все правильно кадры, вот, а потом уже переходить к цветокоррекции вот здесь вот и продолжать вот работать, экспозицию настраивать. Так, я смотрю, в DaVinci, да, работаете? Да, пока в DaVinci. Вот. Ну, первое, что хочется сказать относительно того, что там все хотят кинокартинку, вот какую камеру выбрать, линзу выбрать, чтобы сделать кино, очень много в картинке будет зависеть не от самой камеры и линзы, а очень много будет зависеть от постановки света, в первую очередь. Вот, например, такая схема освещения. Это является стандартной схемой освещения, называется треугольник Рембрандта. Если сейчас видно, у меня на щеке появляется светлый треугольник. Одна из таких драматических напряженных световых схем, то есть передает какое-то мое внутреннее там переживание, чувство освещения. Вообще, с чем это связано? Что за схема освещения? Там есть луп, баттерфляй, бабочка, Paramount, она же. Когда освещается половина лица, с какой стороны снимается, с светлой стороны лица или с темной стороны лица, откуда камеру поставить. Все это задается от естественных источников освещения, то есть это солнце. Вот у нас на закате или на рассвете встает солнце, оно находится очень низко и дает очень глубокие и длинные тени. На лице создает фактуру. И из-за этого возникает ощущение какой-то драматизма, законченности или наоборот начала какого-то дела. И поэтому все схемы освещения, они в принципе идут от естественных вот этих вот источников, от солнца. То есть солнце в зените, Paramount схема освещения бабочка. То есть когда солнце над головой и делает эту схему, потом солнце садится ниже, появляются тени, появляется схема луп. Ну, я знаю, многие, еще ниже, многие даже режиссеры, которые снимают фильмы, да, всегда предпочитают либо на рассвете, либо на закате. Да, так называемый золотой час, когда у нас источник освещения основной на улице единственный, и это солнце, да, и оно находится в нужных положениях для освещения.
Но в принципе это не обязательно должно быть именно так. Почему не снимают там в зенит, когда солнце в зените? Потому что очень жесткие тени, очень яркое солнце. Но это тоже лечится там, за счет отражателей и прочих вещей. То есть Фильтры еще какие-то ставят, да, на это? Или это так уже? там в зависимости от камеры ND-фильтры и опять же расширенный динамический диапазон позволяет там много вытянуть. Ну, сейчас, я думаю, зрители уже увидели, насколько появилась глубина картинки, да? Ну, я вот как таким непрофессиональным языком скажу, да? А в чем принцип вообще построения этой кинематографической картинки в кавычках? Это сделать наиболее естественной картинку для восприятия человека. Мы видим двумя глазами. Камера — это один глаз. Из-за этого у нас пропадает глубина именно восприятия. То есть мы видим объемное изображение, мы чувствуем глубину и пространство. Для того, чтобы это передать на видео, мы ставим свет. Помимо этого мы ставим там фокусное расстояние, там делаем. Обычно снимается на 50 миллиметров. Почему? Потому что наш глаз естественным образом на такой длине фокуса работает. То есть наш глаз — это 50 миллиметров линза. То есть все пляшет вокруг восприятия человека. Если картинка начинает из пропорций искажаться, что-то начинает происходить не так, это вызывает внутреннее ощущение диссонанса, неправильности, отчужденности. Это вызывает напряжение. А напряжение, оно вызывает отвлечение от сюжета, от той истории, которую ты рассказываешь. Вот. Поэтому помимо того, что мы поставили свет, нам нужно еще сделать глубину, размыть задний фон, передний фон, для того, чтобы у нас не создать вот эту глубину пространства. Помимо этого, нужно еще правильно двигать камеру. То есть за счет движения камеры, чтобы движение фона создать сзади. И за счет этого возникнет ощущение глубины. То есть человек начнет понимать пространство само, как оно построено. Насколько я далеко нахожусь внутри того помещения, в котором я нахожусь, где я именно нахожусь. То есть такое уже получается без каких-то либо очков, а просто восприятием глаза ты получаешь какую-то 3D-модель, да? Да, если мы одним глазом смотрим, у нас тоже картинка плоская становится. Но если начинает двигаться, да, относительно тоже, начинает пространство достраиваться, мы понимаем глубину, где, на каком расстоянии объекты находятся. Помимо этого, помимо того, что мы должны поставить свет, правильно двигать камеру, мы еще должны правильно выстроить композицию в кадре. Для того, чтобы за счет каких-то линий, которые сходятся в перспективу, за счет перспективы создать глубину. И за счет перспективы направить внимание зрителя, за счет освещения направить внимание зрителя. То есть какую-то область мы можем сделать ярче, какую-то светлее, какую-то выделить, подсветить там какой-то важный объект или важную деталь, которую нам кажется важной, для того, чтобы ее выделить отдельно, для того, чтобы зритель видел ее и понимал, что на эту деталь надо обратить внимание. То есть, по сути, вся работа оператора — это работа со зрительским вниманием. А это делается вот за счет освещения, композиции и движения камеры. И вот из этого будет строиться кинокартинка, а не от того, на какую камеру это. Который мы простым языком называем постановочный кадр. Да. Прям как будто, вот, друзья, честно, вот присутствую на какой-то лекции. Потому что я, в принципе, давно Максима знаю и знаком с его работами. И как бы почему с самого начала говорил, что это один из лучших видеомейкеров, видеографов у нас в городе. И очень интересно, человек, который знает свое дело. Не то, что мы зачастую телевизионщики, в основном поверхностно все. Тем более, я больше, наверное, склонен к режиссуре, чем, скажем, к операторской работе. Просто получается так, что не везде получается ввести, там, скажем, в тайгу на месяц в экспедицию, брать с собой оператора, приходится самому. И мне вот сейчас, честно, очень интересно, надеюсь, как и вам, дорогие друзья, вот такие моменты, кто, может быть, когда-нибудь столкнется с этим или захочет именно заниматься, или как минимум получить какую-то художественную картинку. Максим, что еще есть такое, о чем мы можем упустить, да? Чем еще мы... Вот ты мне сейчас рассказал, вот это постановка треугольник, да, рембо? Да. Еще какие-то приемы есть? Есть обычная схема. Ну вот давай схему луп покажем. Когда тень заканчивается от носа, заканчивается там же, где нос. Луп.
Чуть-чуть смещай сюда просто. Это получается, ну, уже более переднюю часть, да? Уже более Сейчас у меня насыщенно. тень от носа должна заканчиваться прямо на крыле носа, она не должна на щеку попадать. От расстояния до источника света будет зависеть то, насколько жесткие тени, насколько фактурным будет получаться лицо. Плюс ставятся там, например, рассеиватели для того, что софтбоксы, рассеиватели. Просто иногда отражается от стены свет. То есть здесь можно как бы вариантов много найти. Но все они служат для того, чтобы тени и фактуру смягчить. Вот сейчас стоит рассеиватель, убери сейчас рассеиватель. И обратите внимание на то, сделай потише чуть, сейчас пересветы будут. Ага. Насколько стали тени жесткими. То есть они стали очень четкими. Угу. Граница У них получается, да? прям граница, да, они стали прям линией. И все неровности лица там какие-то, они стали очень сильно выделяться. То есть вот такой нерассеянный свет, он вот нужен для фактурности, для такой брутальности, для маскулинности там и так далее. Для девочек там нужен рассеянный свет для того, чтобы всякие нюансы лица скрывать. Ну и вообще все зависит от того, что мы хотим показать, на что мы хотим сделать акцент. Если у нас там герой брутальный, там жесткий и так далее, вот. То есть если мы должны детально морщинки все на лице показать, Да. как мускул дрожит, трясется, Да, да, там, то есть у нас нервные. источник света должен быть не рассеянным, и он должен находиться далеко. Чем ближе он будет к нам подбираться, тем его площадь будет увеличиваться, и тем сильнее будут тени расходиться. Вот схема Paramount. Pictures. Paramount Pictures, она же бабочка, Butterfly. Нейтральная схема освещения раньше очень часто использовалась, сейчас меньше используется, сейчас больше вот такие используются схемы, которые мы до этого показывали. Ну вот это, если я перебью тебя, вот эта схема, мне кажется, телевизионных новостей. Стандартная, да. Вот у нас в студии вот Это вот так такой же самое. нейтральный такой вариант. Еще есть один из нейтральных вариантов, это когда с обоих сторон стоит два источника света. Второй поставь. Вот сейчас этот цвет сзади, который стоит, он называется контровой. Для чего он нужен? Для того, чтобы четко отделить контур мой. Это опять же нужно для того, чтобы придать естественности картинке для восприятия. Когда мы не понимаем контур объекта, который мы видим, мы начинаем теряться и мы не узнаем, что это такое. Когда мы видим человека, его контур, мы понимаем, что это человек. Но если там часть его размыта, как-то сливается с фоном, наше восприятие начинает достраивать там все какие-то, как ночью просыпаетесь, там видите какую-то фигню, одежда у вас висит, и вы думаете, что это такое? Вот этот цвет контровой, он делает контур, рисует, четко отделяя его от фона. Это тоже очень важно, чтобы у нас объект съемки, его контур был очень четким, чтобы он выделялся, чтобы мы понимали, что мы видим, что это делает, что я там поднимаю руки, там бегу, режу колбасу или человека, неважно. Понимание, да, того, что происходит, кто это делает, что делает и зачем он это делает. Слушай, Максим, а вот мне кажется, вот именно контровой свет, да, он тоже будет очень полезен, скажем, при работе с хромакеем. Если Да. ты говоришь, контур выделится, значит там будет Да-да-да. вырезание чуть четче, да, происходить? При хромакеях он по-другому вообще оставляется, он оставляется вообще с боков оба источника. Он должен быть ярче, чем свет, который освещает хромакей сам. То есть при использовании хромакея нужно как минимум 3 источника света. Как минимум. Угу. То есть, кстати, первое, это мы освещаем сам объект съемок, да, скажем, человека. Второе, это контур. И третья линия, это уже непосредственно сам хромакей. Сам, да, хромакей, он должен быть залит ровно. Он должен быть светом залит без градиентов. И он не должен много отсвечивать на объект. Поэтому объект вот обычно освещается, вот ставится с двух сторон свет, чтобы контура не было. Вот так вот, таким образом. Чтобы я освещался и отсюда, и отсюда. С этих сторон. Это, кстати, тоже одна из таких схем освещения нейтральных. То есть в новостях, в рекламе, там, в презентациях используется. Когда с двух сторон я подсвечен одинаково, мое лицо яркое, я яркий, контур яркий. То есть здесь контровой свет
по сути не нужен, потому что контур на фоне он все равно будет выделяться. Мой первый фильм, да, который по экспедиции, это «Дыхание Янга». Там уже сейчас смотрю, какой там пересвет, какой там насыщенность, перенасыщенность. Там уже пробовал какие-то эксперименты делать. Там вообще, я думаю, не знал, что такое экспозиция. Ну, все на автомате. А потом уже приходит... Вот знаешь, вот сейчас я хотел с тобой поговорить об этом, да? Когда до меня пришло понимание, что оказывается, когда ты имеешь в руках, в принципе, такой средний аппарат, да, на котором, ну, что-то можно выжать, да, говорят. И ты начинаешь уже баловаться с экспозицией, да, какие-то вот, ну, как правильно поставить диафрагму, все, если все совпадает, то есть картинка, по сути, получается идеальная. Я, опять же, на начальном уровне интуитивно понимал, что почему-то, чем я ниже делаю ISO, тем у меня четче картинка будет детализирована. Но потом я почитал, получается, мануал, да, в той же самой Соньке. Они все говорят, что есть определенные параметры, в которых она будет давать четче. Вот про ISO можешь рассказать немножко свое профессиональное мнение? ISO – это чувствительность матрицы камеры. Вот, например, вот эти камеры Panasonic EVO1, у них есть два режима. ISO 800 и ISO 2500. Это так называемое нативное ISO. То ISO, при котором, та чувствительность матрицы, при котором будет даваться максимальный динамический диапазон. То есть, если мы начинаем задирать значение ISO, у нас пропадает динамический диапазон. У нас он начинает сокращаться. Плюс, когда мы начинаем чувствительность матрицы поднимать искусственно, то есть там больше 800, ну, больше нативных значений ISO, вот так скажем, она начинает воспринимать ненужные фотоны. То есть в матрицу летят фотоны всякие, и сама матрица является, из-за того, что она нагревается, она тоже является источником фотонов. То есть это обратные фотоны, которые летят изнутри камеры, изнутри матрицы. Это все потом выражается вот в этих шумах, да? Это все выражается в шуме, то есть там, где не было света, он начинает, матрица, видеть свет. Там, где его нет, в принципе. Плюс там у нас всякие свои фоновые излучения, бета, там, гамма излучения, то есть естественный фон радиации там, и так далее. Все это тоже будет влиять. Это если в плюса мы уходим. А вот если если мы уходим в минуса, там у нас нативный ISO 800 мы ставим 100, у нас в обратной ситуации, что у нас информация пропадет в тенях. И мы потом тени не сможем вытащить. Это вот такой минус. Там не будет у нас шуметь изображение, но у нас пропадет информация в тенях, у нас динамический диапазон снизится снизу, уменьшится. Понял. Смотри, момент такой, Максим, на примере, да, чтобы было понятно вот, начинающим блогерам, и мне тоже интересно, я тоже начинаю. Смотри, солнечный день, да, при солнце. То есть, понятно, у меня обычно стоит, ну, ты понимаешь, что выше сотки поднимаешь, что начинается пересвет. То есть, все-таки лучше выше поднимать, но закрываться диафрагмой и затвором. Да? То есть, затвор трогать не надо. Затвор всегда должен быть один. Закрывать диафрагму, если чем больше мы закрываем диафрагму, тем меньше у нас размытие. Боке так называемое. При закрытых диафрагмах мы не сможем сделать глубину резкости, обозначить объект. То есть мы снимаем меня, закрываем диафрагму, у нас все в фокусе получается. Нет никакого размытия там задников. И если мы начинаем затвор увеличивать, значение, то у нас начнет строп. Поэтому для этого придумали ND-фильтры. И чтобы вот не портить картинку, просто одевают на обычных камерах. Есть ND-фильтры всякие разные. Просто накручиваются, которые есть, которые там двойные с поляризатором, там, когда его просто проворачиваешь, он темнее становится. В этих камерах встроенные ND-фильтры. То есть там 4 или 3 позиции, не помню уже. То есть там прям стекла, которые убирают лишний свет. А есть такой, например, да, вот ты уже поработал с эвками, да, то есть как бы уже понял, как бы, да, все, и потом включаешь свою запалившуюся там 70D Canon и думаешь, боже мой. Да, это прям... Я Не тоже боишься, раньше, да, вот когда нет вот этого опыта, ты как бы думаешь, да, что там? Вытянул, да, Там подкрашу, вытянул, там. А потом, да, когда ты возвращаешься к такому обыденному оборудованию,
все печально. Ну, все-таки, если мы уберем вот это, ну, в чем может быть различие, на твой взгляд, да? Я так понимаю, что, ну, я для себя решил, что у каждого, в принципе, есть свои плюсы, свои минусы, да? Это каждый подбирает для себя что-то. Подбирайте по цене, короче. По цене, да. Вот камеры в своем ценовом диапазоне, по сути-то, ничем не отличаются друг от друга. Вот. Единственное, там вроде у Гашика 5 есть 10 бит, как говорят. Не знаю, насколько это работает. И правда ли это 10 бит. Но, по-моему, это отдельная опция, которая докупается. То есть в комплекте оно, то есть вытащил из коробки и пошел снимать 10 бит, ну, не получится, по-моему. Это надо отдельно докупать. Цена увеличивается, соответственно, и он переходит в следующую категорию ценовую. Тюнинговать надо. Тюнинговать, да. Поэтому в своей ценовой категории, если вот там мы берем, не знаю, Sony Alpha 7 III, все фотоаппараты в этой же категории ценовой. От Sony, от Fuji, от Panasonic, от Canon, они будут по сути одинаковые. Ну, то есть на выходе мы получим примерно То же самое. Вот самое. набор функций необходимых, там, глубина цвета, цифровой субдискретизации, цветовые пространства, логарифмы. То, что она будет писать, там, это все будет одинаково. Набор функций, он будет одинаковый. Поэтому как там нажимается кнопочка, кому-то удобнее так держать, кому-то по-другому держать. У меня там объективы Canon, зачем мне покупать Sony, если я могу потом использовать эти же объективы? Ну, значит, вот так образно говоря, да, если, скажем, там, языком автомобилистов, да, в принципе, на выходе, если мы говорим о одной ценовой политике, да, Да. политике камер, то на выходе, в принципе, все зависит, как у автомобилистов, от прокладки, да, которая между рулем и педалью. Да. То есть откуда у вас растут руки, Да, тут так уже- же у вас будет Тут выглядеть. насколько видео, грамотно конечно. ты поставил экспозицию, сколько ты там выдержки, там все у тебя все это сделано, и потом уже твое мастерство и умение работать уже на постпродакшене. А теперь скажи-ка мне, Близ, вот все-таки Премьер или Да Винчи? Сейчас Да Винчи. Да Винчи рулит, да? Сейчас Да Винчи, вот еще 18-е вышло обновление, там уже и нейросети появились, там все, короче, появилось. Она может монтировать, она может красить, она может... Fusion делает спецэффекты, Fairlight делает звук, она делает все. То есть это такой комплекс, как пакеты Adobe, там Premiere, After Effects, Audition, Photoshop и все остальное. Здесь это все, во-первых, в одной программе все сделано. Во-вторых, непревзойденный шумодав, который убирает шумы и делает это просто, ну, на недостижимом сейчас уровне. Плюс это встроенные конвертеры, которые как раз таки для профессиональных нужд, они интерпретируют цветовые пространства, логарифмы и все остальное в широкий тоже диапазон, набор предустановок, которые необходимы. RGB, sRGB, REC 709, REC 2020, HLG, то есть все это можно друг с другом конвертировать и с разных камер даже снятый материал потом приводить к единому стандарту так, чтобы потом не мучиться с ним. Потому что возьмите и попробуйте в Премьере там покрасить с двух разных камер картинки, чтобы они у вас одинаковые были. Это у меня сейчас проблема номер один, Да. потому что всегда пытаешься GoPro-шку свести, а тут ты понимаешь, что вообще абсолютно мало того, что два разных производителя и, по сути, функции, они даже функционал вообще абсолютно разные у камер. Понял, теперь вот последую твоему совету, буду пробовать тоже. Еще такой момент, почему вот на многих этих кадрах, да, особенно когда начинаешь работать в 4К, примерно начинает лагать. Все зависит от кодека, в котором снимали исходный материал. А еще даже, извиняюсь, не 4К, да, например, вот я сейчас же уже говорил, да, начал экспериментировать 100 кадров в секунду писать, да, то есть я, получается, ну, Full HD пишу формат, 100 кадров в секунду, и то моментом вот он работает, и где-то спустя там 5 минут работы начинает лагать, Кончилась оперативная память. забивается, да? Да, Твой совет, что с этим, как с этим бороться? первое, снимать в кодеках монтажных. Это DNX HR, это Apple ProRes, DNX Ой, забыл.
DNX HD, DNX HR, Apple ProRes. Ну и плюс у камер у разных производителей есть свои кодеки, которые человеческие кодеки монтажные, в которых они пишут. Это решает проблему. Второй момент, если сильные лаги, если тупит, ничего не помогает, это делать в премьере прокси. То есть прокси это с очень уменьшенным разрешением в монтажных кодеках типа Apple ProRes перекодированная информация и перекодированный материал. То есть он тупить точно не будет на самых таких этих. И это занимает время, это занимает место, но это позволяет работать. Не отвлекаться и не нервничать, когда начинает Да. лагать, и нужно посмотреть Когда тебе картинку. надо чуть-чуть сместить что-то там. Очень переставить. интересная беседа, очень много для себя я подчеркнул, здесь как и та часть телезрителей, которые в той или иной степени занимались или пытаются заниматься, или в будущем будут заниматься именно видеопродакшн, может быть, каким-то видеоблогером. Сейчас это у нас, в принципе, время такое, сейчас все многие на телефон снимают. Я думаю, очень полезно. Максим, спасибо тебе большое. Да, не за что. Сейчас, знаешь, что хотел еще? Момент такого испытания, да? Мгм. Вот наглядно, давай мы сейчас можем что-нибудь снять на Эвку и на Соньку. Я сниму, как бы там все это попробую, как бы свои силы, да, в этом, насколько меня хватит там что-то выставить. Ты скажешь правильно, неправильно. Вот, и потом мы покажем телезрителям, то есть, разницу, где вот, Сонька плюс Эвка. Пришел тот момент долгожданный прикоснуться к этому чудо-аппарату, и сделать, так сказать, некие испытания, да, в частности, это сравнение. Здесь есть ассистенты всякие разные, которые нам помогают выявить, как у нас картинка построена. Это, Достаточно. кстати, что за диаграмма вот эта? Это у нас диаграмма по свету. То есть слева направо у нас идет кадр, как он выстроит, а это яркость. То есть сейчас он у нас недосвечен, но мы свет еще пока и не поставили. То есть у нас объект съемки должен быть находиться примерно на 60 единицах IRE, так называемый, вот этот индекс освещенности. Но это мы сейчас пока не будем ставить. Здесь есть RGB диаграмма у нас по цветам. Здесь у нас есть ассистенты типа фокус-пикинга. Это То вот, есть- это как, в принципе, у меня в Осме такое есть, это красными засвечено, Тут можно где... любой цвет выбрать, зелененький, синенький. Это то, что в фокусе. Да, это то, что в фокусе, сделать его жирнее, там, ярче и так далее. Здесь есть зебра, которая будет пересветы и недосветы показывать. Здесь есть для работы с хромакеем очень важная штука, которая показывает, как хорошо и равномерно залит у нас фон и вообще объект. Ограничители по видео, то есть под разные форматы. 16:9, 2:40, 2:35:1, 4:3, то есть какие угодно. Ну и всякие плюшки, которые, в принципе, там уже под аноморфные линзы и прочие вещи, рамки и так далее. То есть вещи полезные, нужные. И плюс здесь есть еще одна функция, которая сразу может перевести логарифмы. Вот мы выбираем в то, как будет выглядеть. То есть здесь выбирается камера. Тут есть предустановки на Ари, на Реды. Это для Соньки, для Фуджика. Собственно, по самой камере все стандартно, как в обычной камере, за исключением там нескольких того, что здесь есть встроенные ND-фильтры, которые накидываются и выбираются. Собственно, настройки баланса белого и ISO переключается здесь и настраивается здесь. Но опять же, здесь предустановлены, стоят ISO 800, по-моему, и баланс белого 4700. Стандартные настройки. Так, давай попробуем, но сначала свет, да? Сделаем? Да, поставь свет, да, мы говорили уже, показывали какие-то схемы освещения. Да. Попробуй. Так, сейчас. Держи, пожалуйста. Так, я так понимаю. Я хочу честно повторить. Треугольник. Мне очень понравился этот момент. Так, сейчас сюда сделаем. Так.
закрепим, друзья, увиденное. Вот так. 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 Раз. Ну, тут уже стоит, будет проще, да? Так. Сейчас, как ты говорил, должен появиться треугольник. Так, треугольника. Я не вижу треугольника. Значит, мне надо Да, нет, вот чуть-чуть, да. чуть-чуть сюда, да? Все. Так вот. Так, есть. Так, наводим. И вот сейчас желательно проверить по освещенности. Вот мы вот так Так. поставили. Где у нас какая-то нажимал? Вот, Вот это, да. да. Нажимаем. Вот эти И пики, видим. это что значит? Вот пошевелись, вот. Вот, то есть он шевелится, вот его голова. То есть он у нас находится примерно на 40. То есть он у нас сильно недоосвещен. Поэтому для того, чтобы его поднять, нам нужно его сильнее осветить. То есть надо лампу сейчас усилить. А, по мощности? Да. Понял? Так вот. Все это максимальная мощность. Все, на максимум. Вот, смотрим. Вот теперь у нас поднялось там примерно 55. Но нужно еще, вот мы не можем больше, да, уже поднять значение. Мы можем поставить еще одну лампу, либо мы можем источник света приблизить просто к нему. Угу. Сейчас делаем поближе просто ставим. Угу. Понял? Так. Стоп. Вот. Ага. И вот смотрим. Вот теперь его голова вот ровно на 60 находится. Значит, он у нас освещен правильно. Вот. И сразу прям по картинке, да? Уже видно. Угу. Так, только я вот что-то... Снимаем мы на полтиннике. Ну что, друзья, поехали. Момент настал. Картинка сериальная. Что такая? Так, ну вот, в принципе, несколько секунд мы продержали. Мгм. Теперь хочу то же самое. Друзья, с этого же ракурса мы его возьмем с фотоаппарата. Сюда. Возьмем. Вот. Сонька. Ну вот, друзья, смотрите. Это мы потом сделаем для сравнения. Да, примерно в одной позиции. Вот кадр. Сонька и Panasonic Ева 1. Так вот, друзья, вот такое было испытание, но не сколько испытание, сколько скорее, не знаю, наверное, источник полезной информации. Как минимум, я для себя очень много почерпнул. Надеюсь, и вам тоже было интересно. Максим, спасибо тебе большое. Не за что. Знал, что ты профессионал, поэтому думаю, еще как-нибудь к тебе обратиться, если будут вопросы. Ты не против? Да не против, конечно, обращаюсь. Все, спасибо. Ну что, друзья, это была программа «Испытано на себе». Увидимся на следующей неделе. Всем пока.